Замирочка, Ага. мы посчитали, что будет совершенно неправильным говорить о проекте «Гухась» только в Нальчике, потому что этот проект делается таким количеством людей. Да. Да. И мы шлем огромный-огромный фокус, огромный привет в Майкоп. И вам тоже огромный привет из Майкопа. Да, из Майкопа. Замира, расскажи нам, пожалуйста, какую работу выполняли вы? Это мы лучше от тебя самой услышим. Работа была огромная на самом деле. Мы начали работать, если не ошибаюсь, с января месяца, с начала февраля, и закончили записывать где-то в мае. Около 4-5 месяцев мы работали. Естественно, не каждый день, потому что каждый день, параллельно работая, занимаясь чем-то другим, невозможно вести это дело. Записывали по выходным. У кого-то получалось, у кого-то не получалось. Но, в общем, около 4 месяцев мы работали над созданием этого приложения, записывали тексты. Было очень интересно. Было перечитано очень много текстов. Замира, расскажи, пожалуйста, кто читал у вас там в Майкопе, кто именно читал? Угу. Так, тексты читали на бжедукском и тимиргоевском диалектах. Я читала, и Марета Уджуху, актриса Национального театра Республики Адыгея. Как воспринято было? Как вообще этот проект пошел в массы, пошел в народ? И вообще о перспективах, ведь сейчас мы тоже работаем. Да. Нарский эпос — это вообще достояние адыгского народа, да, и прикоснуться вот к этому наследию — это было огромным счастьем. Мы, конечно, в студенческие годы читали нарский эпос, конечно, не все сказания, но что-то читали, что-то подзабыли. Сейчас такая возможность прекрасная предоставилась окунуться вот в прошлое, прикоснуться к истории, к древней истории. И было очень интересно записывать сказания о нартах. Сейчас в настоящее время идет запись, проходит записи сказок. Получается Шапстугия, Черкесск и Кабардино-Балкария, Адыгея. Надо отдать должное создателям этого проекта, инициаторам этого проекта вообще, потому что много чего вроде делается, да, для сохранения языка, культуры, фольклора, но вот такого, по-моему, не было. Я не встречала, чтобы на мобильном телефоне появилось какое-то приложение, которое позволило бы приобщиться к языку, культуре, фольклору. Это уникальная возможность, на самом деле, для сохранения языка. Ни для кого не секрет, что адыгский язык сегодня находится в очень трудном положении. И только мы сможем спасти его своими усилиями, своими какими-то поступками для сохранения народа в целом, я считаю.